Со вчерашнего дня в этом пункте продажи шин покупателей больше, чем обычно. За сутки здесь продали от 15 комплектов зимней резины. Продавцы шин предлагают автовладельцам разные варианты, но в основном делают акцент на новых, так как они послужат дольше. Ценовая категория в зависимости от размера диска и модели начинается от 3000 сомов и доходит до 1500 долларов. Выбираем шины желательно новые и японского качества, состоянием под масло желательно. Взять, например, вот этот баллон является липучкой зимней. Есть всесезонная для городской езды, можно не менять. А в дальнюю дорогу, пожалуйста, запасайтесь обязательно хорошей резиной. Нурболота Мырзаева ждет долгая дорога в Талас. Водитель намерен безопасно преодолеть весь путь и в первую очередь менять летние шины на зимние. Он обращается к другим автовладельцам с просьбой быть бдительными и принять все меры предосторожности на скользкой дороге. Я каждый год прохожу технический осмотр. При дальних дорогах для меня в первую очередь важна безопасность моих родных и близких. Я поменял мотор и резину на зимние, так как выезжаю в дальний путь. Часто в дороге некоторые водители пренебрегают мерами безопасности, поэтому важно, чтобы водители готовили свои машины к зиме ответственно. По данным Кыргызгидромета, с 13 по 14 ноября в стране ожидается неустойчивая погода. Дождь, переходящий в снег, будет на большей части территории Кыргызстана. Температура воздуха понизится от -2 до -4 градусов. В предгорных и горных районах участках дорог снежная гололедица, местами ожидается туман и усиление западного ветра в отдельных районах до 15-20 метров в секунду, а по территории озера Ысык-Куль ожидается усиление ветра до 18-23, 19-24 метров в секунду. При таких резких переменах погоды и в зимний период большое количество пробок и ДТП, особенно на опасных горных участках, связаны с плохой подготовкой водителей. Есть такие автовладельцы, которые даже после наступления первых холодов продолжают ездить на летней резине. В соответствии с сообщениями Кыргызгидромет 13-14 ноября 2024 года в горных, предгорных районах Кыргызской республики ожидаются интенсивные осадки, в виде снега, дождя. В соответствии с этим Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской республики хочет напомнить водителям автотранспортных средств, выезжающих на перевальные участки, о том, что при осадках просим водителей не выезжать на встречную полосу и, соответственно, не создавать пробки с помехой для работы автомашин со спецтехникой. Проверки проходят на постах Сосновка, Орал и Чичкан. Транспортные средства, не подготовленные к зиме, не допускаются к проезду. Дорожники следят за тем, чтобы расстояние между автомобилями составляло 500 метров. Мадина Низамова, Аймаэрим Назарова, Мирлан Джаныбеков, ЛТР, Бишкек.